Казани прощаются с жертвами нападения на школу в Татарстане. 12 мая объявлен днем траура. Главный вопрос, который сейчас задают многие: что нужно сделать, чтобы подобное не повторилось, как разглядеть девиантное поведение. Обсудим это прямо сейчас в программе «Интервью» в эфире Башкирского спутникового телевидения. Сегодня с нами декан факультета психологии БГУ Ирина Хох. Ирина Рудольфовна, здравствуйте. Здравствуйте. Психологический портрет казанского стрелка. Как вы его можете описать? Ну, по тому, что нам предоставляет СМИ, да, что он был спокойный, он там никому был вежливый и так далее, что соседи говорят, что говорят, значит, учителя, те, которые его обучали. Это очень стандартный портрет человека, который мало выдает информацию извне, но много имеет информацию внутри, да, то есть мы называем таких интровертами, людьми, но это все в пределах нормы. Но речь идет о том, что именно из-за обид, именно накопленных обид, часто они могут быть не реальными обидами, да, а те выдуманными обидами, либо те, которые вот сформировываются у человека, да, при контактах с другими. Они накапливаются, и, возможно, какие-то, может быть, наследственные уже были предпосылки. Это, конечно, будут судебные медики с этим разбираться. К тому, что человек вот возомнил себя неким сверхъестественным существом со знаком плюс или потом со знаком минус, да, это такие идеи величия, мания величия, конечно, которые выходят за пределы нормы. И часто такие люди, они накапливают действительно ненависть, действительно злобу. И для них абсолютно неважные объекты, абсолютно неважные. То есть это может быть случайный человек, который им попался на пути. Или может быть такой объект, который он сам себе придумал, понимая, что это будет очень серьезный резонанс. Что он в одночасье будет таким очень известным, да, сразу на него обратят внимание и так далее. Но нужно обращать внимание, нужно говорить о том, что это все-таки расширенный суицид. То есть это одновременно я иду убивать и самоубиваться, потому что либо, как показывает практика таких скулшутинговых фактах, либо человек потом кончает жить самоубийством непосредственно, да, на месте совершения преступления, либо он понимает, что при захвате вероятность того, что он будет убит, очень велика. Вот. И здесь, то есть цель, да, жизнь отвратительна, жизнь плохая, жизнь со знаком минус. Вот. А если я это совершу, то хотя бы на мгновение я действительно буду таким, скажем, богом, да, в кавычках, в информационном пространстве. Поэтому это очень характерно именно для таких, скажем, личностей, да, которые действительно позиционируют себя, показывают внешне такую обложку, да, если можно сказать, да, такую маску благополучия. На самом деле, что творится у них внутри, это может быть, конечно, адом. Я ни в коем случае не стою на позицию оправдания. Нет, об этом не идет речь. Ну, просто вы спросили про портреты. Я стараюсь быть объективным, по крайней мере, по тем скудным сведениям, которые нам дают средства массовой информации. Ну, психологическую судмедэкспертизу еще сделают, и нам следствие объявит все-таки, что же было с его здоровьем. Да? С финансовой точки зрения семья была благополучная, как сообщают СМИ, незадолго до трагедии он съехал и жил отдельно. То есть средства у этой семьи, непосредственно у этого казанского стрелка, они были. То есть все-таки внутренние психологические проблемы стали спусковым крючком, и как разглядеть девиантное поведение? Ну вот посмотрите, я хочу с большой долей гордости сказать, что все-таки у нас в Башкирии, да, принята такая система отслеживания классными руководителями, заместителями директоров образовательных организаций, отслеживания детей в сети. И малейшее их проявление, то есть в ту или иную сторону неблагополучия, да, в совокупности с внешними резкими изменениями, то есть они вызывают родителей, либо обращаются к педагогу-психологу, если он наличествует, да, либо имеется в виду маршрутизация, которая разработана, да, здесь в Башкирии. Это когда отделена психиатрическая служба от психотерапевтической службы, где психотерапевтическая служба включает в себя достаточно много подразделений, в частности, Республиканский клинический психотерапевтический центр. Это могут быть приглашенные психотерапевты в городские центры медико-психолого-педагогической помощи, а их только в городе у нас 5, да, мы же все-таки говорим о городском
таком варианте. Вот. То есть достаточно инфраструктура развита. Я думаю, что она также развита и в Татарии, но нужно четко понимать, что обращение, даже если такую информацию дадут родителям, то их обращение только основано на принципе добровольности. То есть я могу обратиться, могу не обратиться. Но речь идет о взрослом человеке, уже 19-летнему. И 19-летний, начиная, там по закону, конечно, с 15 даже лет, может быть самообращение. Но для этого нужно иметь критику к своему поведению. К сожалению, когда патология доходит до уровня такой грубой выраженности, да, или реактивной такой, скажем, показа, да, своего психотического состояния, то критика, конечно, нарушена. То есть сам человек это отследить не в состоянии. Как вы оцениваете действия учителей и преподавателей Казанской школы? Я считаю, что, конечно, это будут разбираться уже следственные органы, но я считаю, что жертв могло быть больше. То есть очень грамотно абсолютно поступили преподаватели. Сразу же грамотно поступил в этом отношении, оперативно сработал и директор этого гимназии, да, 175-й. И, то есть, объявил о том, что экстренная ситуация, и преподаватели забаррикадировались, преподаватели попросили детей принять определенную позу защиты, да, то есть спрятаться за парты, за стулья и так далее, то есть укрыться, если вдруг какая-то была волна, да, от взрыва, потому что дети слышали, да, что происходят взрывы и так далее. Вот. Поэтому, на мой взгляд, здесь грамотное как раз действие преподавательского состава, оно спасло многие жизни. Скажите, пожалуйста, вот сейчас многие обсуждают меры безопасности, которые необходимо еще принять. Усилены они во всех образовательных учреждениях по всей стране, в том числе и в Башкортостане. Вы как считаете, что нужно еще сделать? Вот вы знаете, к сожалению, мы действуем таким образом, когда происходит ЧП, да, мы на него резко реагируем. Безусловно, меры безопасности в той или иной степени, они, конечно, приняты в любой учреждении, да, образования. Но потом просто момент инерции. Да, ничего не происходит длительное время, годами, десятилетиями. И люди расслабляются, да, невозможно же удерживать вот такую опаску или напряжение в течение лет. Да, несколько лет. Поэтому, естественно, идет вот такое расслабление со стороны соответствующих структур, да, вот здесь, которые проверяющие органы и, соответственно, внутри школы. Но я хочу сказать, что, например, да, вот полный запрет существует, например, в московских школах. Полный запрет, потому что там просто не пускают. Ни родители, никого. Все отсекают, то есть проходит только ребенок в школу, всем другим запрещено входить. Вот это один из вариантов. Да? Может быть, какие-то, как предлагали, там искусственный интеллект, отслеживание. Но это все тоже связано с такими моментами определенной там личностной, да, так сказать, территории, да, все-таки как бы есть такие места, и не везде интеллект может покрывать, там есть какие-то мертвые зоны, да, есть там, туалетные комнаты, да, где это не принято все-таки такие вещи делать, да, где все-таки это тоже может происходить. То есть, на мой взгляд, это не проблема только безопасности, это комплексная проблема. То есть она заставляет задуматься, почему ценность жизни не формируется у детей, да, с самого раннего возраста. Если нет ценности жизни, если нет ценности своей, ценности других людей, да, если нет понятия границ, что я могу сделать, что я не могу сделать, да, если уже снижены такие ценности, как гуманность и милосердие, да, как мы знаем, такие известные моменты, если что-то случается, в первую очередь вытаскивают люди телефоны и начинают снимать вместо того, чтобы помогать, да, хотя случаи бывают разные, и обобщать это тоже нельзя, но мы понимаем, что степень равнодушия, все-таки вот этот градус равнодушия, он в обществе очень высок. Очень высок. Одно то, что действительно сейчас по всем каналам говорят, почему никто из прохожих, которые видели, как он был одет в маске, он помахивал этим ружьем наперевес, никто не позвонил в службу 112,
3, пожалуйста, цифры, которые можно было назвать. Действительно, это урок для нас всех. Это не урок только для тех, кто занимается безопасностью, кто занимается школами, учителями и так далее. Вот. Это урок для нас всех, потому что действительно меняется психика человека. Она меняется, потому что средовые условия, они очень мощные факторы, которые работают на изменение человека, именно изнутри. Но прежде всего воспитание идет в семье. Ваши рекомендации семьям, в каждой семье обсудили эту трагедию. Как вы считаете, на чем нужно заострить сейчас внимание и о чем нужно обязательно проговорить с детьми? Я считаю, что внимание в семьях сейчас, потому что все равно дети будут спрашивать учителей, будут спрашивать родителей. И я считаю, что нужно говорить не о героизации этого человека и не искать оправдания ни в коем случае. Он там был бедный, несчастный, он был больной, он был там кем-то гонимый, там даже прозвучало, что буллинг по отношению к нему была, школьная травля была. Вы понимаете, у нас мышление такое, мы можем оправдать все. Я считаю, наоборот, нужно говорить о его слабости. Он слаб, он труслив, он ведь стрелял в безоружных, имея оружие, явный перевес в силе, да? Явный перевес в том, что это была неожиданность. То есть человек, который упивался своей властью. Понимаете? То есть в этом отношении, мне кажется, нужно педалировать на это, на его слабость и на то, что у него не хватило ума обратиться раньше за помощью. Да, к психологу, найти, может быть, человека, которому стоит поделиться своими мыслями. Не в сети бросать вот эти лозунги «я иду убивать», да, там биомассы, живности слишком много, да, на земле. Вот. А именно обратиться «мне плохо». Я не могу найти контакт с родителями, я почему-то одинок, я там почему-то, да, ну вот не мог продолжать обучение и так далее. То есть он не попросил помощи. Он остался один и просто накапливал, как он говорил, да, в течение 2 месяцев, накапливаем эту ненависть. Так, тогда о чем мы говорим? Мы говорим о слабости, мы говорим о трусости, мы говорим о том, что у этого человека не было ресурсов, и он их по своим умственным способностям, да, он просто это не отслеживал, не анализировал. Спасибо большое, Ирина Рудольфовна. Сегодня гостем программы «Интервью» в эфире БСТ была декан факультета психологии Башкирского государственного университета Ирина Хох, и мы говорили о казанской трагедии.